Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 12, 13 и 14 февраля Государственный театр оперы и балета Республики представит премьеру эксцентрического балета «12 стульев». В связи с пандемией COVID-19 первые показы спектакля переносились 2 раза с весны прошлого года. Однако спустя год театр готов, наконец, порадовать якутских театралов. И об этом мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это режиссер-постановщик эксцентрического балета «12 стульев» Анастасия Гриненко. Анастасия, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Спектакль наконец-то выйдет на сцену. Это балет, в котором артисты разговаривают, насколько я знаю. Расскажите подробнее, и какие еще нестандартные решения были в этой постановке использованы. Вы знаете, и разговаривают, и не только. На самом деле, такой прием мы используем, что они разговаривают такими записанными микрофразами, но некоторые говорят и живую, и в музыку, причем под руководством дирижера. То есть дирижер показывает, надо в долю вступить, и прекрасно с этим справляется. Но кроме того, это, конечно, очень непривычный балет. Это балет, на котором зритель должен смеяться, что тоже неожиданно, да, для любителей балета. Это балет, где артисты балета были вынуждены стать на туфли латино, носят карнавальные юбки. Это, на самом деле, такой балет-шоу. Очень много перьев, страз. При этом есть очень интересный, увлекательный сюжет. То есть они должны следить, зрители наши должны следить за историей. А кроме того, на фоне этой истории и какая-то история страны прочитывается. Потому что само произведение «12 стульев», роман, наверное, один из самых популярных, легендарных таких произведений. Ну да, действительно, когда слышишь слово «балет», сразу возникает некая камерность, строгость и, может быть, даже какая-то скука. В этом случае, я думаю, что будет абсолютно другое. Вот скуки не будет, и камерности тоже, поскольку кроме того, что там заняты артисты балета, у нас участвуют в спектакле ученики колледжа хореографического, и даже артисты оркестра выходят на сцену в одной из сцен. Прям из ямы, прямо на сцену. Да, с инструментами играют и участвуют, как бы исполняют тоже. Такой есть маленький театр, куда пошли герои искать стулья, и театр в театре, там идет балет «Женитьба». То есть в этом балете есть еще внутренний такой балет, как пародия на спектакль «Женитьба». Точно такой же спектакль, насколько я знаю, вы ставили в Минске 10 лет назад. То, что вы поставили в Якутске сейчас, как-то отличается или это та же самая постановка? Нет, на самом деле она кардинально отличается, тем более прошло 10 лет, и нужно делать какой-то апгрейд. Кроме того, очень большие средства. Нам руководство театра дало очень большие возможности, и по костюмам очень много купили аппаратуры, и это действительно уже новый спектакль, и как бы и время прошло. И он, я считаю, что это такое вот развитие этого спектакля. Апгрейд, скажем так. Апгрейд, и такой, который идет в ногу со временем. Давайте поговорим о костюмах. Вы сказали, что будут какие-то невероятные фантастические карнавальные одеяния. Я слышал, что пошили около 200 новых костюмов. Где шили здесь? Какая ткань была использована? В общем, о костюмах. Вы знаете, шили все своими силами. Художник была белорусский Юлия Бабаева. И она ехала с опаской. Ей казалось, что ткани не найдем. Да? Как бы здесь холодно. Нам нужно было шелк, стразы, перья. Что-то приходилось выписывать, что-то присылали. Но на самом деле все своими цехами. И вот основная масса тканей была закуплена здесь, обувь присылали тоже из Москвы, то есть везде, наверное, по всему миру искали какие-то ингредиенты для этого блюда. Но получилось очень здорово и очень красиво, действительно. Это вот, знаете, лучший подарок для девушки на 8 марта – это прийти на спектакль, где красивые костюмы. Вот это тот самый случай. Там можно просто смотреть костюмы, а кроме этого еще очень интересный спектакль. А если девушке такой костюм захочется, что делать в таком случае? Это уже сложнее. Помимо костюмов, насколько я знаю, будут использоваться всевозможные танцевальные направления, как латино и степ. Как удалось в этом плане организовать работу с труппой нашего театра и настроить их на так называемый новый лад? Не было ли сложностей? Поначалу можно сказать, что они нас встретили несколько настороженно. Наш хореограф Дмитрий Якубович, он волновался действительно, потому что труппа, она привыкла к классическому балету, хотя основа, в общем-то, хореографии классика, но здесь, да, нетипичные для классического балета стили, и танго, и самбо, шимми, рок-н-ролл, они танцуют это. И сейчас они это делают очень азартно, мне кажется, им очень нравится и получается. Очень хороший уровень труппы, это очень приятно.
молодой сейчас руководитель балета. И, в общем-то, мне кажется, что ну, это такое достояние республики, балетная труппа вот этого театра, оперы и балета. Мне кажется, зритель должен будет по достоинству оценить всю эту подготовку. Да. Ну, сложное время, спектакль задумывался, не ожидая сам того, был перенесен на целый год. Как этот год шла подготовка к спектаклю, как был организован репетиционный процесс, не было ли с этим сложностей, все-таки ограничение с количеству людей было наложено. Да. И все-таки итого за этот год все, как задумывали, получилось именно так, или что-то новое еще за этот год успело привнестись? Вы знаете, как жизнь какие-то коррективы вносит у нас, ну вот по ряду причин какие-то исполнители заменились, там кто-то ушел в декрет, еще что-то произошло, и вот нам пришлось второй состав исполнителей КИСы просто вот буквально вводить в последнюю неделю. Ну, замечательный артист, он просто, при этом у него свадьба 12 числа, вот в день премьеры у него свадьба, да. Но он вот эту новую роль, он две роли работает в спектакле, вот в одном составе он играет степиста, он выучил степ, он научился бить степ специально для спектакля, и еще выучил новую роль, и при этом у него в этот день свадьба, представляете? То есть, на самом деле, уже все силы положены на этот спектакль, но мне кажется, что это какой-то будет новый шаг вперед, потому что артисты освоили не только хореографические какие-то свои возможности, которые у них высокие, но и актерски проявляются очень явственно, потому что очень много диалогов, им надо играть лицом, что они не привыкли играть телом. Ну, мне кажется, у них все это получается. Получается, благодаря участию в этом балете артисты овладели очень многими новыми какими-то для себя мы им навыками, как такой, знаете, мастер-класс актерского мастерства провели по ходу постановки этого спектакля. И если сначала они как-то не понимали, как это делать, сейчас они вот это уже почувствовали, и все там, включая даже самые какие-то маленькие, там есть очень много маленьких ролей в этом спектакле, ярких персонажей, они все работают над ролью, как вот актеры драматического театра. Ну, это уже здорово. Это очень интересно, да. В начале беседы вы сказали, что балет «12 стульев» — это балет, где зритель будет смеяться. Чуть подробнее, почему все-таки? Ну, само произведение, кроме того, что история сама смешная, это понятно. Ну, это эксцентрический балет. Он так был задуман Геннадием Гладковым, который написал замечательную музыку. Все помнят фильм. И вот эти мелодии, которые там звучали, шлягерные, которые исполнял Андрей Миронов, он их переработал в именно сложную симфоническую такую партитуру. Но в самой вот этой партитуре есть юмор, и персонажи гротесковые, очень интересные и неожиданные. На самом деле, вот мы уже проверяли, ну, в театре же есть какие-то люди, которые заходят на репетиции, мы проверяли на них, насколько они будут реагировать, смеяться, отслеживать историю. И сами актеры, они играют, именно ищут эти грани своего комического таланта, сами танцовщики. И мне кажется, это получается, ну вот судя по реакции. Скажите, ну а кроме вот этого спектакля «12 стульев», есть ли уже какие-то планы по дальнейшему сотрудничеству с Государственным театром оперы и балета? Ну, пока еще конкретных планов нет, но я думаю, что это наша не последняя история, потому что у нас сложились очень хорошие творческие взаимоотношения. Сейчас будет, наверное, нам расставаться сложно, но я думаю, что сейчас сама вот новая жизнь этого спектакля, я надеюсь, что этот спектакль не только увидят жители города Якутска, но и других городов. И я надеюсь, что, то есть мы все надеемся, и это обоюдно, что еще не раз мы вместе поработаем. Ну что ж, я еще спектакля не видел, но больше чем уверен, что он мне понравится, а я обязательно на него схожу. И надеюсь, что увидим еще какие-то ваши постановки здесь, в стенах Государственного театра оперы и балета. Спасибо. Надо сказать про билеты, да? Можно сказать про билеты. Да, проанонсируйте Да, я нашим просто зрителям. хочу напомнить зрителям, что поскольку премьера планировалась на 25 марта, то билеты, купленные на 25 марта, если они у вас сохранились, они действительно на 12 февраля, а те, кто купил билеты на 28 и 29 марта, могут прийти 13 февраля. И 14. 13. 13. Да. Хорошо. Анастасия, я благодарю вас за эту беседу. Здорово, что пообщались. Желаю Спасибо. вам удачной премьеры, благодарного зрителя, ну и хорошего настроения. Спасибо большое. Приходите в театр. Это была программа «Актуальное интервью». На премьере эксцентрического балета «12 стульев» мы говорили сегодня с режиссером-постановщиком балета Анастасией Гриненко. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.